Добрый вечер. Поздравляю всех с праздником Святого Валентина. Желаю всем любви. Я очень рада, что моя помощь вам в помощь. Однако это не помогает мне в решении моих проблем. У дочки все-таки очень серьезные дела. Колено ушло в сторону. Вот она упала. Я думала, она упала и ушло в сторону. Оказывается, нет, у нее ушло колено в сторону, она упала. И сейчас при наступании колено уходит, а ей предстоит еще дорога домой и дорога далекая, которая занимает не один день. То есть нога там, она за рулем, нога должна работать, нужно делать МРТ, она в чужой стране, страховку медицинскую не оформила, нужно добираться как-то до дома, и не дай бог, ну, такое возможно, что придется делать операцию, в общем, не очень веселые дела. И у меня после падения, как котик меня выгуливал, я упала, а может быть, в поддержку к дочке тоже болит колено. Так, свеча вроде у нас хорошо горит, болит колено и болит. Не знаю я, как в этой ситуации лучше поступить. Или сделать перерыв и заняться своими делами, или уже продолжать как есть, пока я даже не знаю. Разговаривала сегодня с девочкой, просто разговаривала там с девочкой. И вот она говорит, что такие сложности у нее там с мужем были, а я ей стала говорить все, что я вам много раз говорила о том, что расставаться с парой супружеской или даже вот не супружеской, а с сожителями, которые сейчас называются гражданским браком, чем все больше и больше людей не согласны, что это брак, это сожительство, что расставаться нужно только тогда, когда вы не хотите с этим человеком быть в покое, в относительной благости, когда все тихо, все спокойно, вы не ругаетесь, нету особых проблем вот на этот период, а вы не хотите с ним жить. Вот тогда вам стоит разводиться, расходиться и так далее. Если вы ссоритесь, эмоционируете, еще там как-то, а потом наступают периоды затишья и любви, то это не время для расставания. Нет, расстаться можно, но велика вероятность того, что вы будете об этом очень жалеть, что будете других сравнивать, что будете уходить и возвращаться. Ну, в общем, а так, чтобы уйти и начать новую жизнь, это только тогда, когда вы в совершенно спокойном, относительно затишье, вы решаете, что вы не хотите быть с этим человеком, с любым, каким бы он ни был, самым хорошим, самым добрым, самым веселым, самым хозяйственным, какие бы вы, как бы этот человек себя хорошо не вел, вы не хотите с ним находиться рядом. Все, тогда пришло время, и нужно расставаться. И я об этом уже много раз говорила, это раз. И еще раз хочу напомнить о детях. Учите их прималкивать. Знаете, немножко вот, ну, как бы относительно на эту тему, я вот недавно вспомнила историю с Наполеоном. С Наполеоном, французским Наполеоном, когда он что-то там, ну, в общем, в разных источниках по-разному это звучит. В одной интерпретации, да, как говорила моя девочка знакомая, в одной интерпретации Наполеон не мог достать какую-то книгу, попросил адъютанта принести ему стул, лестницу, чтобы подняться. В другой, на каком-то холме он стоял тоже с адъютантом, и что-то было не видно. Он попросил какую-то подставку, чтобы стать выше.
А адъютант сказал: давайте я вместо вас это сделаю, я же длиннее, я же выше вас. А Наполеон сказал: вы не выше, вы длиннее на голову, и это можно исправить. Вот, ну, примерно вот так, когда сильно языкатые встречаются вам люди, то это тоже можно исправить тем, что, ну, в данном случае убрать их с своего поля общения. Расстроенная, конечно, нет у меня наснаги вот там разговаривать. Я очень люблю фильм «Девчата». Думаю, посмотрю я этот фильм. И попадается мне такое, ну вот, чтобы поднять настроение, как-то он меня умиротворяет. Это старый фильм, черно-белый фильм. Если там кто из молодых не смотрел, посмотрите. Он вне всех времен, фильм о жизни. Ничего, по большому счету, особо ничего не изменилось, все точно так же. Там один из героев, который вот, когда они эту там на Тосю эту спорили, так вот, один главный герой был Рыбников, а другой был Станислав Хитров. Вот он спорил там на шапку. И я вот только, я не знала, я вот только недавно узнала, что он очень рано ушел из жизни, всего 48 лет. Вы знаете, вот это, ну, не скажу, что вседозволенность, но такое вот а, бытие, когда ты в струе, когда ты в волне, когда ты в фаворе, когда тебе там аплодируют, когда тебя везде принимают, хвалят, поддерживают. К сожалению, ничего не бывает вечно. Ну, вот не бывает. Очень много артистов, которые, ну, артистов, политических деятелей, которых превозносили, а потом вот их время ушло, ну, уже как бы и не вспомнишь, да, мода ушла, изменилось там мировоззрение, они уходят в сторону, и они глохнут от тишины вокруг себя. Быть, им страшно быть одним. Вот быть одним совсем не страшно. Это вот еще раз к предыдущему нашему разговору о том, что ваши отношения с кем бы то ни было, это ваши внутренние отношения, ваше отношение к тому, что происходит. И когда ты в этой вот плывешь на волне обожания, а потом остаешься в одиночестве, как у царя Соломона на перстне было написано: все прошло, пройдет и это. Не нужно особо доверяться тому, себя терять нельзя. Держите себя на каком-то уровне. Так вот, он, этот Филя в фильме, фильм «Девчата», там аплодировали ему там стоя. Была, я не знаю, какие-то он в фильмах еще снимался, не помню, не сказать. Я так понимаю, что главных ролей у него не было, а в какой-то момент он выпал из обоймы таких сильно востребованных, а может быть, стал себя вести с зеленым змеем, больше дружить, чем с тем, что, ну, расслабляться, так будем говорить. Тут даже не дело не в змее, а просто в том, что вот жить легко не за счет других. А когда хочется жить за счет других, это дорога в никуда. И вот он там за счет поклонников, за счет еще там кого-то, все так легко и весело было. И это путь к одиночеству тотальному, которое внутри тебя. Это одиночество, и от него никуда не денешься. Не сложилась у него семейная жизнь, он жил с мамой, выпивал, маме тоже, она возрастная, на ее пенсию жили. Ну, история умалчивает, обижал он ее или нет. Ему вот 48 лет, ну, молодой, по нынешним меркам там прям совсем молодой. И он шел по улице, поломал ногу. Кто-то пишет, что он на обочине долго лежал.
подмерз. Кто-то пишет, что его в больницу забрали, он там на сквозняке лежал. Началась пневмония, организм ослаблен. Те люди, которые часто выпивают, у них организм не хочет бороться. Он вот таким вот, как тюленем, когда я упала. Организм, вот он повисает. Если нету воли к жизни, идти вперед, невзирая ни на что, да, организм будет вот слышать слова и будет им, если вот начать говорить, я никому не нужен, никто на меня внимания не обращает и так далее, вот начать ныть, к сожалению, организм будет это слышать, будет приходить разные хворобы, разные там проблемы, и будет иммунитет падать. И вот 48 лет, в конце мая, все так было прекрасно, а его не стало. Очень жалко. Очень хороший актер. Ну, мне нравился. Ну, в общем так. Берегите себя, живите легко. До завтра. Постараюсь до завтра. Если я завтра не выйду на связь, значит, где-то что-то стало еще более тонко и потребовалось мое внимание туда. Не расстраивайтесь, я о вас помню. Все будет хорошо.